В президиум приглашаются президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Анатольевич Штыров, вице-президент Республики Саха-Якутия Александр Константинович Акимов, председатель правительства Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов, председатель Палаты Республики Государственного собрания Иль-Тюмен второго созыва Василий Васильевич Филиппов, первый заместитель председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Юрий Вадимович Заболев, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Виталий Николаевич Басыгысов, председатель Палаты Республики Государственного собрания Иль-Тюмен первого созыва Егор Михайлович Ларионов, председатель Президиума Верховного Совета ЯССР 10-го созыва Евдокия Николаевна Горохова, председатель Президиума Верховного Совета ЯССР 11-го созыва Юлия Николаевна Григорьева. Уважаемый Вячеслав Анатольевич, Александр Константинович, уважаемые народные депутаты трех созывов Государственного собрания Иль-Тюмен, члены правительства, ветераны государственного строительства, участники торжественного собрания, посвященного десятилетию Государственного собрания Иль-Тюмен. На основе концепции о парламенте, законодательном собрании Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия и в соответствии с указами президента Республики о парламенте, законодательном собрании Республики Саха от 30 октября 1993 года, о выборах законодательного собрания Иль-Тюмен от 14 октября 1993 года был образован новый высший представительный и законодательный орган государственной власти – парламент республики. Первые выборы законодательного собрания прошли 12 декабря 1993 года. А признание полномочий депутатов Палаты представителей и Палаты Республики состоялись 25 января 1994 года. Сегодня мы отмечаем десятилетие этой знаменательной даты в общественно-политической жизни нашей республики. Поздравляю с юбилеем и объявляю торжественное собрание, посвященное десятилетию Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия, открытым. Вадимовичу Заболеву, первому заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия. Уважаемый президент Вячеслав Анатольевич, уважаемые народные депутаты Государственного собрания Иль-Тюмен и члены правительства, уважаемые участники торжественного заседания. Сегодня наша республика и ее общественность отмечают знаменательное событие
Государственное собрание ЛТМ является правопреемником Верховного Совета Якутской АССР. Первые выборы народных депутатов Государственного собрания первого созыва состоялись 12 декабря 1993 года. Был образован новый, высший представительный и законодательный орган государственной власти – парламент республики, состоящий из двух палат – Палаты республики и Палаты представителей. Первыми председателями были Палаты республики Егор Михайлович Ларионов, Палаты представителей Афанасий Петрович Ларионов, заместителями председателя Палаты республики Вячеслав Антонович Филатов, Егор Григорьевич Егоров, заместителем председателя Палаты представителей Александр Васильевич Власов. В первую очередь парламентариями были приняты законы, без которых невозможна была бы дальнейшая эффективная работа. Это законы о внесении изменений и дополнений в Конституцию, основной закон нашей республики, о Государственном собрании ЛТУМ, о статусе народного депутата Государственного собрания Республики Саха-Якутия, о правительстве Республики Саха-Якутия, о местных органах государственной власти в Республике Саха-Якутия. Этот переходный период был продиктован необходимостью законодательного обеспечения государственности республики в новых условиях формирования исполнительных органов государственной власти, а также организации власти на местном уровне вследствие упразднения местных советов народных депутатов. Палата представителей осуществляла свои полномочия на постоянной профессиональной основе и была образована специально для обсуждения и принятия законов республики. Первый председатель Палаты представителей, опытный юрист Афанасий Петрович Ларионов, проработавший для этого более 10 лет судьей и председателем Народного суда в городе Неринге, заведующим отделом по законодательству Верховного Совета Якутской ССР, советником президента Республики Саха-Якутия. Афанасий Петрович внес заметный вклад в подготовку таких важных, жизненно необходимых документов для республики, как Декларация о государственном суверенитете, Конституция Республики Саха-Якутия. Он принимал активное участие в обсуждении и выработке предложений Республики Саха-Якутия к проектам Федеративного договора Конституции Российской Федерации. Благодаря этим судьбоносным политическим документам республика укрепила свое положение в новой России. В истории государственного строительства Палата Республики Государственного собрания останется как палата, представляющая именно интересы территории. Депутаты, которые в силу своего высокого профессионального уровня, большого практического жизненного опыта внесли значительный вклад в принятие важнейших для республики политических, экономических и социальных решений. Депутаты Палаты Республики избирались по одномандатным округам от каждого вуза города республиканского значения. Осуществляли свои полномочия на непостоянной основе, за исключением председателя и заместителей председателя Палаты. При этом в большинстве своем являлись руководителями крупнейших предприятий, учреждений, организаций различных отраслей хозяйства нашей республики. Первые депутаты пришли в парламент в результате демократических альтернативных выборов. Депутатский корпус первого созыва подобрался достойный, отвечающий профессиональным требованиям законотворческой деятельности. Из народных избранников первого созыва, пройдя длинную дистанцию политического марафона, и ныне являются депутатами теперь уже настоящего третьего созыва. Это Александр Сергеевич Уваров, Александр Николаевич Жирков, Андрей Васильевич Кривошапкин, Владимир Александрович Дьяконов, Климент Егорович Иванов, Николай Иванович Соломов, с перерывами Анатолий Степанович Антонов, Михаил Семенович Санников, Георгий Михайлович Артемьев. Государственное собрание ЛТУМ первого созыва начало свою работу в переломное время глубокого кризиса в государственном устройстве Российской Федерации. В условиях конфликта и противостояния между высшими органами власти после силового распуска Верховного Совета Республики 12 созыва в октябре 1993 года. Вместе с тем, первые парламентарии жили и работали, по словам незабвенного Афанасия Петровича Илларионова, в удивительное время демократических преобразований в государственном устройстве и нашей республики, Российской Федерации. Государственное собрание ЛТУМ второго созыва проводились 28 декабря 1997 года. Представителей Александр Васильевич Власов, Анатолий Романович Данилов. В Палате Республики было образовано 8 комиссий, в Палате представителей 9 комитетов и 2 комиссии. Первостепенное о списании задолженности сельских товаропроизводителей по налогам в республиканские и местные бюджеты. И второй о списании кредиторской задолженности предприятий агропромышленного комплекса по бюджетной суде по более 20 законам в области государственного регулирования
агропромышленного производства, создание более благоприятных условий для хозяйственной деятельности, защиты местных сельскохозяйственных в мерзлоте, о государственном земельном кадастре нашей республики, о миграции земель в республике Саха, Якутия и другие. Эти законы определяют правовые основы эффективности производства таких ведущих отраслей, как энергетика, транспорт, горнодобывающая промышленность и жилищно-коммунального комплекса. Проблема алмазодобывающей промышленности была поставлена и на федеральном уровне. Законодательная поддержка по данному развитию алмазобриллиантового комплекса продолжается и по сей день. И другие. Палата представителей 30 июня 1998 года приняла постановление о 80-летии комсомола и об усилении внимания и другие. Считаю необходимым принятие государственной программы занятости молодежи, создание новых рабочих мест, где не должно стать целевой программой в каждом вузе, на каждом предприятии, независимо от форм собственности и подчинения. Реальных интеллектуальных затрат высококвалифицированных кадров для нашей республики, которые в дальнейшем работают не по специальности. Любой народ бессмертен своими детьми и модальной базе по науке, образованию, здравоохранению и культуре также принят ряд важных законов. Это об особо ценных объектах национального культурного достояния народов Республики Саха, развития у человека и другие. С первых дней своей работы Палата Республики Государственного собрания Ултумы в соответствии со своими полномочиями Якутия, которая является логическим развитием Декларации о государственном суверенитете, сохранены основополагающие статьи о государственном правовом. Приняла непростое политическое решение, направленное на реформирование высшего законодательного органа государственной власти республики, переход к однопалатному парламенту. Примечательно, что после многочисленных обсуждений и консультаций данное решение было принято по совместной законодательной инициативе о внесении изменений и дополнений в Конституцию, основной закон Республики Саха-Якутия, тремя высшими должностными лицами республики: президентом нашей республики Вячеславом Анатольевичем Штыровым, председателем Палаты Республики Государственного собрания Ултумы Василием Васильевичем Филипповым, председателем Палаты представителей Государственного собрания Николаем Ивановичем Соломовым. Необходимость перехода к однопалатной структуре республиканского парламента была обусловлена двумя основными факторами. Первое. Изменившееся федеральное законодательство. Федеральный закон об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации установил, что решение в законодательном органе субъектов Федерации принимается большинством от установленного числа депутатов всего депутатского корпуса. Формирование, становление и развитие парламентаризма происходило в новых условиях демократических преобразований, совершенствования федеральных отношений в многонациональном государстве и создания единого правового пространства в России. Работа на профессиональной основе способствовала укреплению роли парламента в системе государственной власти республики. Законодательная деятельность предопределяет стратегические задачи правового обеспечения государственного устройства, реальной экономики, достойной защиты прав и свобод человека. Мне отрадно отметить, что в последнее время президент, правительство, Государственное собрание Ултумы достигли принципиально нового уровня согласованного взаимодействия, избавились от былого тупикового противостояния. Такое конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти, как сказал Вячеслав Анатольевич, является залогом созидательного развития республики. Приведу лишь один пример. 24 января этого года Вячеслав Анатольевич встретился с руководством и председателем комитета Государственного собрания Ултумы, членами правительства. Президент поставил актуальную задачу усилить работу органов власти республики по проектам федеральных законов и законодательных инициатив. При этом выделил 8 ключевых направлений, которые необходимо решить в первую очередь. Это пенсионное законодательство и все вопросы, связанные с предлагаемыми изменениями системы оплаты труда бюджетников, законодательство о недрах, то есть сам закон и все нормативные акты, которые к нему прилагаются. Закон о драгоценных металлах и камнях, лесной и водные кодексы, земельное законодательство, законодательство о районировании крайнего севера и все вопросы, связанные с северными территориями, разграничение полномочий и другие вопросы местного самоуправления, налоги, бюджет, лоббирование бюджетных заявок республики. Для разработки этих вопросов уже созданы рабочие группы, в которые вошли депутаты республики, члены правительства, юристы, специалисты, практики, представители федеральных структур. Впереди большая и сложная законотворческая работа, требующая высокого профессионализма, приложения
максимальных усилий и самоотдачи. Спасибо за внимание. Вячеславу Анатольевичу Штырову. Уважаемые товарищи, от имени администрации президента правительства Республики Саха-Якутия, от имени правительства Республики Саха-Якутия, я поздравляю вас с 10-летием Государственного собрания Республики Илтумен. 10 лет назад созданный Илтумен работал в совершенно сложных исторической обстановке. Это был переходный период от одного общественно-экономического строя, как говорят классики, к другому. Это был период бурного времени, когда во многом еще чисто воззрительно конструировались новые черты будущего общества. Это был, в конце концов, годы потрясений и кризиса. Я должен сказать, что наш парламент Илтумен с честью справился со всеми задачами, которые перед ним ставились, и оправдал доверие жителей республики. Парламенту пришлось заниматься не только текущей законодательной деятельностью, но и, заглядывая вперед, создавать законодательную базу для нового развития республики. Еще только представляя теоретически о том, что будет дальше и как должна развиваться республика. Поэтому сегодняшний Якутия, это, конечно же, во многом плод Государственного собрания Республики Саха-Якутия. С другой стороны, в эти кризисные годы, особенно в середине 90-х годов, когда страну потрясали политические дрязги и экономические кризисы, парламент сыграл важнейшую стабилизирующую роль в жизни республики, потому что занимался не только чисто законодательной деятельностью, но и рассматривал состояние тех или иных отраслях экономики, рассматривал ситуацию в социальной сфере, выступал мощным таким стабилизирующим фактором для всей республики. Наш парламент играл большую моральную роль, выступая в качестве выразителя интересов населения республики, жителей республики. С другой стороны, выступая в качестве защитников этих интересов. Я хочу сказать, что за эти годы в стенах нашего парламента побывали все руководители высших законодательных органов Российской Федерации, побывали многие депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, где вместе мы обсуждали вопросы не только, которые касаются Республики Саха-Якутия, но и законодательные, конституционные вопросы Российской Федерации. С другой стороны, парламентарии Республики Саха-Якутия всегда принимали самое активное участие в законотворчестве на федеральном уровне. И в этом смысле можно сказать, что и федеральная конституция, и свод федеральных законов – это и есть, значит, и плод нашего тоже труда. Мы не стесняемся поучиться чему-нибудь у других, часто посылаем по тем или иным вопросам наши делегации к нашим соседям, особенно к республикам в составе Российской Федерации или в крае и области, для того, чтобы посмотреть, как они развиваются, как они живут, что нового и полезного для себя мы можем подчеркнуть. Но я должен сказать, что в области законотворчества, в области деятельности парламента и Республика Саха-Якутия на самом деле является образцом для многих субъектов Российской Федерации, и это общепризнанно. И это тоже играет роль нашего парламента. Конечно, сегодня парламенту приходится работать в общественно-исторической обстановке, но, тем не менее, круг задач, он тоже широк. Это и задачи государственного устройства Республики Саха-Якутия, особенно связано с переходом на местное самоуправление. И это и определение путей дальнейшего социального и экономического развития республики. И появилась очень важная новая задача – это защита интересов республики на нашем федеральном уровне. Я очень рад о том, что мы с вами находим взаимопонимание, что подавляющее большинство вопросов, несмотря на, конечно, естественно, разногласия во взглядах на те или иные точки зрения, мы все-таки находим общий язык, вместе совместно работаем и как бы представляем республику всеми ветвями власти. Я думаю, что мне особенно сегодня легко и приятно говорить, значит, потому что я сам был депутатом Государственного собрания Республики Саха-Якутия 4 года и вместе со многими из вас принимал, значит, законы и те или иные решения, которые касались жизни нашей республики. Я всегда с благодарностью вспоминаю эти годы, потому что в парламенте действительно была такая конструктивная всегда обстановка, были очень интересные споры, и я думаю, что это во многом сыграло большую роль для меня лично. Вот перед тем, как зайти в эту аудиторию, мы с Егором Михайловичем обменялись мнениями, и я решил восстановить историческую справедливость и сказал ему: тут написано, что вы являлись первым председателем Палаты Республики Государственного собрания Илтумен.
на самом деле первым представителем Палаты Республики был я. Потому что в соответствии с действующими тогда нормативными актами вице-президент возглавлял Палату Республики. И в один прекрасный момент мне пришлось в нашей республике исполнять 3 должности сразу. Я был вице-президентом, и премьер-министром, и председателем Палаты Республики Государственного собрания УТМ. Проработав 2 дня, я сказал президенту Республики Саха-Якутия, что так невозможно, надо что-то выбирать, это очень трудная работа. И тогда было принято решение о том, что был избран постоянный представитель Палаты. И тебе хочу сказать, что действительно трудная, творческая работа, не каждый ее выдержит. И поэтому мы должны отдать должное и руководителям палат нашего парламента, которые несли эту нелегкую ношу эти годы. Здесь уже упоминался и Афанасий Петрович Ларионов, действительно патриарх законотворчества, законодательства, Егор Михайлович Ларионов, и Николай Иванович Соломов, и Василий Васильевич Филиппов, которые возглавляли парламент в эти трудные годы. И мы должны быть благодарны им за то, что действительно в республике была обеспечена стабильность. Я хотел бы пожелать всем депутатам, всех созывов, и первого, и второго, и третьего, вот, личного счастья, здоровья, чтобы сбылись все ваши мечты и планы, и чтобы сбылись все наши общие планы по развитию нашей республики, чтобы она была такая, какой мы ее видим в наших решениях, постановлениях, законах. Спасибо. Указ президента Республики Саха-Якутия. Дмитрию Николаевичу, народному депутату, заместителю по государственному строительству, законодательству и местному самоуправлению, город Якутск. Жиркову Александру Николаевичу, народному депутату, председателю постоянного по науке, образованию, культуре и средствам массовой информации, город Якутск. Москвиной Галине Степановне, начальнику управления документационного обеспечения Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия, город Якутск. За заслуги в области журналистики и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия» Сибирякову Егору Егоровичу, специалисту пресс-службы Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия, город Якутск. За большой вклад в укрепление государственности республики наградить грамотой президента Республики Саха-Якутия с вручением именных золотых часов Антонова Анатолия Степановича, народного депутата, заместителя председателя Постоянного комитета Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Божененко Валерия Николаевича, народного депутата Государственного собрания Республики Саха-Якутия, первого-второго созыва, город Якутск. За вклад в укрепление государственности, заслуги в социально-экономическом развитии, активную общественную деятельность во имя дружбы и процветания многонационального народа республики отметить знаком отличия гражданская доблесть Готовцева Юрия Александровича, народного депутата по труду, социальной защите и делам ветеранов.
Данилову Зою Афанасьевну, народного депутата, председателя Постоянного комитета Государственного собрания Республики Саха-Якутия по взаимодействию с Федеральным собранием Российской Федерации и законодательными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Калитина Владимира Тихоновича, президента закрытого акционерного общества акционерной компании «Алроса», генерального спонсора третьих международных спортивных игр «Дети Азии», город Северный. За большой личный вклад в укрепление государственности, социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия, благодарность президенту Сергеевичу, народному депутату, по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике. Яковлеву Семену Ивановичу, начальнику управления организационного обеспечения Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия. Уважаемые участники торжественного собрания, позвольте поздравить вас от имени Конституционного суда и от себя лично с десятилетием Государственного собрания Ильтумен, являющегося на сегодня центром организованной государственной жизни Якутии. 10 лет назад впервые официальный документ Якутии в буквальном смысле слова вторгся термин «парламент». Удивительно, но факт, что тогда народные избранники почти без дебатов охарактеризовали законодательный орган как парламент. Почему так случилось? Конечно, сказался авторитет Конституции Российской Федерации, в которой утверждался парламентаризм. Но не только. Время подошло и следовало перейти к другой системе координат. Дальновидность избранников состоит в том, что, несмотря на личную боль, распрощались с советами и пошли на утверждение разделения властей. Уважаемые товарищи, сегодня можно поставить риторический вопрос. А надо ли было республике в 1996 году переходить к системе парламента, отказавшись от привычных для нас советов? Понятие обязано быть вперед смотрящим. Есть доля истины в том и другом подходе. Действительно, парламент – это фонд общества. Сказано в Библии, вначале было слово. В Якутии вначале был создан десятилетнюю деятельность Государственного собрания. Президент Штуров, как бывший депутат, определил роль и место парламентов, произошло становление парламентаризма, а теперь формируются политические партии. Уже не так далеко то время, когда правительство республики, кажется, обрела публично-правовую субъектность. И Республика Саха – надежный контрагент политико-правовых, социально-экономических отношений внутри страны, а также
Нельзя не упомянуть, что парламент выполняет роль кузницы кадров республики высшего ранга. Теперь бывшие депутаты в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, претендуя на полноту оценки, можно сказать, что здесь главное усматривается обеспечение государственным собранием перехода от коллективизма к индивидуализму. И увязкой развитых форм индивидуализма к ним причастны все три созыва. Однако наблюдается и некоторая специализация, достаточную определенность производства жилья. Его парламент по земельной реформе и арендных отношений, а также относительно специальные шаги в области формирования коллективных форм жизнедеятельности. В этом плане уникальный закон об устройстве объединения малочисленных народов, оживлении кооперативного движения и правовые меры деятельности профсоюзов и социальных партнерстве. В 2001 году Якутия, благодаря нам государственному протекционизму, но теперь это конструктивный протекционизм, основанный во взаимодействии с индивидами-собственниками, кооперативными собственниками, предпринимательскими объединениями, работодателями и коллективными работниками. Будет о перспективе государственного собрания в Тюмени. Собрание будет, это не вызывает никакого сомнения. Будет ли собрание развивать как полноценный? Опрос общественного мнения показывает не очень большую степень солидарности населения субъектов и со своим представительным органом. В свете этого, как мне кажется, приобретает определенную значимость то, как стали понимать явление, охватывает ли все нашу созидательную деятельность. Надо сказать, что у Государственного собрания есть кое-какой опыт принятия закона, рассчитанных на перспективу развития хозяйственно-экономической деятельности 32% акций компаний, принадлежащих республике. В соответствии с федеральным законом по преодолению моноотраслевого характера экономики. Третий созыв утвердил 6 программистских заклинаний. Прошло десятилетие. Парламент стал школой демократии, институтом повышения квалификации по республике и дал дальше развиваться как орган современной демократии, как духовное зеркало наших лучших интеллектуалов. В юбилее, вспоминая 94 год, я имел честь быть одним из организаторов Госдумы по приему проведению первой делегации Тюмень во главе с Григорием Николаевичем Ларионовым, Владимиром Петровичем. И мне зачитать приветствие полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Константина Павловича Куликовского. Сердечно поздравляю вас и коллектив Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия со знаменательной датой, десятилетием со дня образования. Ваш коллектив в течение 10 лет вносит достойный вклад в становление законности в республике и всего Дальнего Востока. Заложенные исторические традиции, богатый жизненный опыт и неиссякаемая энергия вашего коллектива помогут и дальше повышать уровень законности, защищать права и интересы граждан. Не сомневаюсь, что и впредь вы будете успешно и с честью решать стоящие перед собранием задачи. Присущим вам профессионализмом, компетентностью и преданностью своих дел. От всей души желаю крепкого здоровья, успехов, удачи в вашей ответственной работе и совершении на благо нашего Отечества. С уважением, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Константин Павлович Куликовский. Разрешите данный адрес вручить Юрию Владимировичу с пожеланием всего наилучшего. Слово для приветствия представляется Егору Михайловичу Ларионову, председателю Палаты Республики, Государственного собрания Илтумен первого созыва, председателю контрольного комитета Государственного собрания Илтумен второго созыва, первому заместителю руководителя администрации президента и правительства Республики Саха-Якутия. Уважаемый президент Республики Саха-Якутия, Высокое Государственное собрание Тюмень, уважаемые народные депутаты всех созывов, друзья, товарищи, коллеги. Республика в эти дни отмечает десятилетие Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия. Дата, безусловно, кажется небольшая, не 50 и не 100 лет. Но вместе с тем, я считаю, для нашей республики, ее многонационального народа, для истории парламентаризма Якутии, эта дата совершенная и говорит о многом. Эта дата является свидетелем истории человеческих судеб, борьбы умов, политических идеологических течений, борьбы стратегий и тактических ходов.
В связи с этим я хотел бы подчеркнуть ряд моментов, о которых хотел бы сказать сегодня не как человек со стороны, не как голователь, а как непосредственный свидетель участия. В государственном политическом плане после известных октябрьских событий, расстрела Верховного Совета РСФСР, беспредела на российских просторах, незаконного кавычек самороспуска Верховного Совета Республики Саха-Якутия, народ Республики в декабре 1993 года восстановил, хотя в усеченном виде, парламент республики. То есть мы до конца в политическом плане остались верны Декларации о государственном суверенитете Республики Саха-Якутия в том смысле, что республика самостоятельно формирует государственную власть. Парламента как представительного законодательно-контрольного органа, как высшего органа государственной власти и республики. Полного ее стала работать Конституция Республики Саха-Якутия. Разделены полномочия могущественного и по праву Верховного Совета Республики на полномочия обеих палат Государственного собрания Тюмень. В кратчайшие сроки были приняты базовые законы, укрепляющие государственность республики, о Государственном собрании Республики Саха-Якутия, о статусе народных депутатов, о Конституционном суде, о местных органах государственной власти, о Конституционном суде, о правительстве Республики Саха-Якутия и ряд важнейших законов. Дважды большой делегацией рабочим визитом побывали в Государственной Думе, Совете Федерации и встречались с депутатами председательных комитетов. Встреча видными руководителями Федерального собрания Селезневым и Строевым. Москвы по всем параметрам. Этот путь не был простым. Депутаты первого созыва не шли по столбовой дороге. Были крутые повороты, ухабы. Дорожные знаки ставились не на том месте, где надо было. Продолжали путь, о котором сегодня точностью высказался президент Республики Саха-Якутия. Депутаты принципиально были против. И в этот непростой момент решающее мудрое слово сказал вице-президент, председатель кабинета министров, в то время молодой политик Вячеслав Анатольевич Шкаров, что он не будет возглавлять палаты республики человек, но, пользуясь случаем, благодарю Вячеслава Анатольевича за оказанное доверие парламенту, всему составу депутатского корпуса того времени, и лично мне, самые крутые, трудные дни в истории парламентаризма Якутии, и за доверие в настоящее время, что нахожусь в обойме команды президента. Видите, как времена быстро меняются. Дорогие мои коллеги, друзья, товарищи, первый созыва, Аксакал всех времен, Дмитрий Дмитриевич Попов, Иван Данилович Щеров, Артур Николаевич Алексеев, Андрей Васильевич Кирвашаткин, Егор Григорьевич Егоров, Алексей Спиридонович Шишигин, Прокопий Семенович Иванов, Георгий Михайлович Артемьев, Иван Иванович Горохов, Михаил Степанович Осипов, Санников и многие другие. За оказание политического, человеческого доверия, за поддержку в самые трудные дни, будучи, когда я работал председателем Палаты Республики. Могу вам доложить, что я как мог хотел оправдать ваше высокое доверие вот уже в протяжении 10 лет. Как человек горжусь, что вместе с вами мы создали, укрепили правовой фундамент нашего государственного собрания. Он стал законным преемником Верховного Совета. Таким образом, дали правовой простор для дальнейшего творческой деятельности второго и третьего созыва Государственного собрания Тюмень. Уважаемые товарищи, сегодня я хотел бы дать дань уважения памяти моему другу, коллеге, однокашнику Афанасию Петровичу Илларионову, сына великого русского народа, моему первому боевому заместителю Вячеславу Антоновичу Филатову. Сегодня хотелось бы особо подчеркнуть роль аппарата первого созыва Государственного собрания. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Валерия Степановича Варамова, первого руководителя аппарата Государственного собрания, Михаила Георгиевича Малышева и особенно управ дела Филиппа Ивановой, Арисы Васильевны Лисай и многих других, и, безусловно, работников аппарата родного контрольного комитета. В заключение хотел бы поблагодарить членов правительства
руководителей министерств и ведомств, товарищи, защищали от всех пакостей, от всевозможных нарушений безопасности. И сегодня тоже угроза имеется. Поэтому я хотел бы третьему созыву, как первый, как второй созыв, стать в защиту родной природы. Здесь... Родина!